Во вторую субботу августа в нашей стране отмечается спортивный праздник День физкультурника. Этот праздник спорта был популярен задолго до получения официального статуса еще в 20-30-х годах прошлого века, когда советская власть начала активно пропагандировать лозунг «В здоровом теле здоровый дух». Именно тогда все осознали, что здоровая нация не может существовать без широкого приобщения к физической культуре и профессии, связанные со спортом и физической культурой, стали популярными и востребованными, а практически во всех школах действовали спортивные кружки и клубы. Эти славные традиции дошли и до нашего времени. Старшее поколение старается с раннего возраста привить своим детям любовь к спорту. Один из таких – Батыр Мухиев, для которого эта воркаут-площадка на прилегающей территории одного из назрановских стадионов давно стала основным местом проведения досуга со своими внуками. Отца живут 90. Хорошо недалеко живем, я их каждый день буду возить. Желательно утром и вечером, чтобы они привыкли к спорту. С малых лет, ему 2 годика, ему 4. Дома они занимаются, боксировать начинают. А хули они амбить с малых лет. Будущее наше. И что, как они будут спортом заниматься, могут, чтобы не баловались лишним, пусть занимаются спортом. Это наше будущее. Здорового, хотите. В современной России праздник всех физкультурников и спортсменов получил новую жизнь в 1995 году. В настоящее время физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства. В День физкультурника во всех субъектах России традиционно проходят мероприятия спортивной направленности, в которых принимают участие работники сферы физической культуры и спорта, спортсмены, а также любители активного образа жизни, независимо от возраста и уровня физической подготовки. В этом году дата празднования Дня физкультурника пришлась на 8 августа. Его отмечают и те, кто, например, бегает по утрам, танцует лезгинку или любит велопрогулки. А главной отговорки людей, не занимающихся спортом: «мне некогда, мне лень» или «у меня нет на это денег». Но это не про нашего следующего героя. В зал хожу в основном. Спортзал, там, груши, там, туда-сюда. А так вот сюда один хожу, может, с братом иногда. Всяко лучше, чем просто дома сидеть, я думаю. Заниматься надо, саморазвитие, это уверенность в себе, заниматься спортом надо в основном. Ну и для здоровья это хорошо, чтобы дома не сидеть лишний раз, наверное, занять себя чем-то, быть сильным. Но больше саморазвития, чтобы развиваться, тело развивать, допустим. Главное желание, я думаю. Там, если будет желание, 1000 способов найдешь, чтобы что-то сделать, а когда желания нет, там 1000 отговорок будет. В основном вот такие турники бывают в каждом дворе, допустим, практически. Можно самому сделать, я думаю. Главное желание, опять-таки. Ну и какой же праздник спорта без состязаний? Спортсмены из спортивного клуба «Оздо» решили не оставаться в стороне и провести открытые соревнования по кроссфиту. В программу комплекса упражнений с символическим количеством повторений, равной дате со Дня Победы в Великой Отечественной войне, вошли подтягивания, упражнения с гирями, штангой и собственным весом. Каждый участник спортивных баталий верил в свои силы и уровень подготовки. Для победителей и призеров были подготовлены наборы спортивного питания и абонементы на посещение спортклуба, выступившего организатором турнира. А все зрители и присутствующие на площадке люди получили дополнительную мотивацию к ведению здорового образа жизни. В честь 75 лет Победы приурочены соревнования. Соревнования многофункциональные, многоборье. Соревнования составляют из 7 упражнений, каждое упражнение по 75 раз. Этот замечательный праздник отмечает большая и дружная команда любителей спорта. Многие из выдающихся спортсменов начинали свой путь школьных секций и кружков. Они добились выдающихся результатов, вписали яркие страницы в летопись мирового спорта. Физкультура всегда была и остается важной сферой жизни в Ингушетии. Развитию спорта, высших достижений и массового спорта, а значит созданию новых возможностей для здоровой, активной жизни каждого человека – это наш безусловный приоритет. Для мальчишек, занимающихся футболом на стадионе лицея, тренировка не заканчивается финальным свистком тренера, а только переходит на следующий этап в пределах воркаут-площадки. Я футболом занимаюсь здесь на поле, и после футбола прихожу сюда заниматься. Здесь я не один, здесь много ребят, которые занимаются тоже со мной. Мы занимаемся одной командой, и после футбола мы здесь тренируемся. Мои самые любимые упражнения – это отжимания, сейчас я могу сделать 50.
Одно упражнение делать нельзя, и бывают разные упражнения, но мне больше всего нравится делать приседания. В мою тренировку входит 2-3 подхода, и каждый по 300-400 раз. Мы с друзьями любим здесь заниматься, и мы становимся сильнее и дружба крепче. Во время Советского Союза праздничная демонстрация Дня физкультуры не проходила без парадов гимнастов и атлетов. В этот день по всей стране проводились показательные выступления спортсменов и соревнования различного уровня. К числу наиболее ярких мероприятий, с которыми было связано проведение Дня физкультурника, относились красочные всесоюзные парады физкультурников и массовые спортивно-гимнастические выступления. В настоящее время физическая культура и спорт признаются важнейшими направлениями социальной политики государства. День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители спорта. Даже в условиях ограничений по коронавирусу во многих российских городах проходят спортивные мероприятия на свежем воздухе. Пропаганде спорта способствуют массовые спортивные события, одно из которых мы сейчас наблюдаем. Так как мы, Комитет по делам молодежи, не являемся каким-то узкопрофильным ведомством, мы занимаемся в общем всем, что касается молодежи. И если брать именно конкретно спортивное направление, мы здесь взаимодействуем и сотрудничаем и с другими ведомствами, и с молодежными объединениями и организациями. То есть у нас есть ряд проектов, которые в прошлом году ребята выигрывали именно спортивной направленности, я имею в виду грантовые конкурсы, и в их реализации мы тоже участвуем. Мы проводим совместные мероприятия и с другими ведомствами, к примеру, с Министерством спорта, с Комитетом по туризму. У нас недавно проходило мероприятие, это велопробег. То есть максимально, насколько это возможно, везде, где как-то можно связать воедино спорт и молодежь, мы принимаем участие, мы действуем уже сообща с другими. В этом году у нас запланирован ряд мероприятий, именно посвященных спорту, именно посвященных проведению таких турниров на открытых площадках, открытых турниров, в которых может участвовать, то есть не профессиональные спортсмены, а каждый желающий, то есть любители. В связи с тем, что у нас до сих пор пока еще действуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, поэтапно, вместе со снятием этих ограничений, мы уже входим в эту свою колею, то есть мы начинаем проводить эти мероприятия. И дальше у нас тоже запланированы и открытые турниры по силовым видам спорта, и футбольные турниры. То есть с тем, как у нас будут сниматься ограничения, и мы сможем собирать как можно больше людей, мы уже все вот эти свои планы воплотим в жизнь. Хочу поздравить всех, кто имеет какое-то отношение к спорту, будь то профессионалы, либо любители. И хочу призвать всех, особенно молодых людей, как можно больше внимания уделять физическому развитию, то есть чтобы оно шло наравне с духовным и с интеллектуальным развитием. То есть спорт – это очень важная составляющая в жизни каждого человека, он должен присутствовать обязательно. Кроссфитеры, тяжелоатлеты, турникмены и просто любители спорта наполнили яркими красками воркаут-площадку, послужившей платформой для празднования Дня физкультурника в нашем регионе. Подобное спортивное мероприятие является действительно радостным и долгожданным. В непримиримой и азартной борьбе проходил турнир по круговой системе тренировок, в которой приняли участие как новички, так и давно знакомые нам громкими выступлениями спортсмены. Региональный представитель Федерации стритлифтинга России Ахмед Амхадов также принял вызов посостязаться. Во время карантина я не забрасывал тренировки, но заниматься большими весами дома, в домашних условиях не получалось. Сейчас начали восстанавливать форму. И, наш клуб, Оздо-клуб, сказали, что будет турнир по кроссфиту. Я занимаюсь в другом направлении. Вот решил себя попробовать, посмотреть свои показатели и так далее. Тут по большей части подтягивания, отжимания. Тут больше упражнений собственным весом, так что думаю, 50 на 50 можно оценивать. Мощные ребята. Давно занимаются кроссфитом. Но мы тоже покажем себя, можно сказать. Мы сейчас рассчитываем в конце сентября. Если ничего не помешает, если ничего не изменится, то постараемся провести СКФО-турнир с присвоением звания мастера спорта России. И соревнования пройдут в клубе Оздо Магаси. Соревнования продолжились вплоть до наступления полной темноты, но это не стало помехой для судей, и победители были выявлены. На первом месте уверенно расположился Рустам Белакиев из спортивного клуба Оздо. Второе место забрал стритлифтер Ахмед Амхадов, а вот третье место не досталось никому. Из-за сложного комплекса упражнений не все участники смогли пройти его до конца. Таким образом, праздник спорта состоялся, и каждый присутствующий получил желаемое. Быть здоровым значит быть счастливым. Мы с детства занимаемся физкультурой, отправляем детей в
в различные спортивные секции, не говоря уже о высших достижениях чемпионов нашей республики и страны. А все начинается именно с физкультуры. Любите спорт и будьте здоровы!